الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху, всевидящему, всеслышащему, всезнающему, всемогущему, величайшему, прощающему, принимающему покаяние, сострадательному, тому, который дает нам, своим рабам грешным, отсрочку, дает нам возможность покаяться, дает нам возможность совершать благие деяния, приближаясь тем самым к Его милости, к Его прощению и к Его благам. Того, кого Аллах Субханаху ва Тааля поведет своим прямым путем, никто не собьет с него. И тот, кого же Аллах собьет с этого прямого пути, никто не сможет его наставить. И именем Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля продолжаем с вами изучение имен и качеств Всевышнего Творца. Сегодня с нами у нас на уроке имя Аллаха Аль-Хамид. Имя Аллаха Аль-Хамид, которое образовывается от арабского глагола хамада. Хамида яхмаду. Хвалить. Аль-Хамд — хвала. Каждый день, на каждом намазе, на каждом ракаате мы говорим эти слова, говорим Аль-Хамду лилляхи. Аль-Хамд — хвала Аллаху. Аль-Хамд — хвала — это первая аят суры Аль-Фатиха, без которой у нас намаз не будет действительный, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля салата лиман лям якра би фатихатиль китаб». Не будет намазу того, кто не читает открывающую книгу, то есть суру Аль-Фатиха. И Аль-Хамд, Аль-Хамид образовывается от слова Аль-Хамд — хвала. И Аль-Хамид можно перевести как хвалимый. Мактаулы татарча айтканда. Аль-Хамид — хвалимый. И это имя в Коране у нас приходит в 17 аятах. Аль-Хамид в Коране приходит в 17 аятах. Аллах Всевышний говорит: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. В суре Ибрахим, в 8 аяте, Аллах говорит: и сказал Муса, если вы и все, кто на земле проявят неверие, станут неверными, то Аллах же Он Аль-Гани. Аль-Гани мы с вами проходили. Аль-Гани — это что это за имя? Что означает? Богатый. То есть, что значит богатый? Богатство в чем заключается? Богатство — это, то есть, не нуждается ни в ком. Мы сказали факир. Почему мискин факир? Почему он называется мискин факир? Потому что у него есть нужда. А богатый почему? Гани. Гани — это он не нуждается. И Аллах, Он Аль-Гани и Хамид. Он говорит хвалимый. И в суре Лукман, 12 аяте, Аллах говорит: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Кто благодарит, то он благодарит для себя. То есть польза его благодарности, его поклонения, его шукра, которую он совершает ради Аллаха, она возвращается к нему самому. Он сам пожинает плоды этого шукра. А тот же, кто проявит неверие, то Аллах, Он богатый, ни в ком не нуждается, и Он хамид, Он хвалимый. В суре Фатир Аллах говорит: «Я аюхан нас, антумуль фукарау иля Аллах, валлаху хуаль ганийюль хамид». О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, вы факиры, вы бедняки перед Аллахом, вы в Нем нуждаетесь, а Аллах же Он богат, Он ни в ком не нуждается, и Он хвалимый, аль-хамид. Хвалимый, или, как можно переводить, достохвальный. Что же это означает имя Аль-Хамид в отношении Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля? Как мы уже сказали, Хамид, если вернуться именно к арабскому корню, то от слова хамд, хвала, у нас можно образовать два имени: Махмуд и Хамид. Махмуд и Хамид.
Махмуд, он слабее, чем имя Хамид в языковом значении. Потому что Махмуд, он тот, которого хвалят. Возможно, он даже этого не заслуживает, этой похвалы, но Махмудом называют того, которого хвалят. Например, мы говорим о каком-то человеке, какой он умный, какой он сильный, какой он прекрасный, какой он богатый. Мы что делаем? Мы его хвалим. И этот человек, которого хвалят, он является Махмудом, хвалимым. Может, он этого даже не заслуживает, на самом деле, эту хвалу. Но он все равно Махмудом остается. Но Хамид же, это степень выше, это уже гипербола, это форма преувеличения. Хамид, он тот, который заслуживает похвалы, даже если его не хвалит никто. Он все равно остается заслуживающим похвалы. Хамид. Махмуд, он тот, которого хвалят, заслуживает он похвалы или не заслуживает. Возможно, не заслуживает, но он все равно тот, которого хвалят, Махмуд. А Хамид же, он тот, который заслуживает похвалы в любой ситуации. Его здесь даже все равно никто не хвалит, он остается Хамидом. Его никто не хвалит, он все равно остается Хамидом. Так Аллах же, субхану ва тааля, не назвал себя Махмудом, которого хвалит. А когда его не хвалят, получается это качество, он лишается этого похвалы. А Аллах назвал себя Хамид, то есть он всегда заслуживающий похвалы. Вне зависимости от того, хвалит его кто-нибудь, делает ему шукр кто-нибудь, нет, он все равно остается Хамид. И похвалу Всевышнего Аллаха субхану ва тааля мы можем разделить на два вида, как разделили ученые. Это похвала за те благодеяния и дары, которыми Аллах нас наделил. И это называется шукр. Это называется шукр, благодарство. И также похвала просто за то, что Аллах есть, и за те благородные и совершенные качества, которыми Он обладает. Похвала. То есть, если ради понимания только привести пример, да, мы человека хвалим в жизни, даже можем по двум случаям похвалить. Или мы его хвалим, когда он нам какое-то благодеяние оказывает, так ведь? Нам что-то подарил, нам он что-то помог. Мы говорим: спасибо, ты такой добрый, да, ты помог мне. Тем самым мы его хвалим. Или же мы можем похвалить человека за его какое-то качество, за его внешний вид, за его знания, за его силу, за его богатство. Он нам ничего не сделал, но при этом он обладает чем? Он обладает какими-то благородными или знатными качествами. Из-за этого мы его хвалим. И Аллаха субханаху ва тааля мы также хвалим по двум причинам. Во-первых, потому что Аллах, Он одарил нас всем тем, что у нас есть. Он дал нам жизнь, дал нам знания, дал нам зрение, дал нам слух, как Аллах Всевышний говорит: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'алямуна шай'a, ва джа'аля лакум ас-сам'а валь абсара валь аф'ида». И Аллах вывел вас из утроби ваших матерей, вы не знали ничего. Да, у нас не было ничего, мы не знали ничего. «Ва джа'аля лакум ас-сам'а валь абсара валь аф'ида». И Он одарил вас зрением, слухом, зрением и разумом, сердцами. Аллах нас одарил. Затем всю жизнь, да даже уже в утробе матери, Аллах Всевышний даровал нам свои блага. И всю жизнь, потом до самой смерти, Аллах Всевышний одаряет нас своими дарами, бесчисленными, которые мы не сможем даже пересчитать. «Ваин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха», как говорит Аллах, если вы хотите, пытаетесь пересчитать те блага, которыми Аллах вас одарил, вы не сможете их пересчитать. Воистину мы не сможем. Воздух, которым мы дышим, солнце, которое нас освещает, посредством которого растет зелень, вода, которую пьем, наши тела, все, чем мы обладаем, это же все нам Аллах даровал. Человек не может сказать: я это сам заработал. А кто тебе дал возможность, кто тебе дал жизнь, чтобы ты заработал это? Кто тебе дал те органы тела, которыми ты зарабатываешь? Дал тебе разум, которым ты знания получил, чтобы потом зарабатывать? Дал тебе зрение, слух, руки, ноги? Кто тебе это все даровал? Естественно, один Аллах, субхану ва тааля, никто, кроме Него, не сможет это все одарить нас. И за это, естественно, Аллаха, субханаху ва тааля, мы должны хвалить за те блага, которыми Он нас одарил. И также мы хвалим Аллаха за то, что Он обладает величайшими и совершенными качествами.
Как мы уже говорили, у Аллаха прекрасные имена. «Валилляхи л-асма'уль хусна», у Аллаха наипрекраснейшие имена. У Аллаха «Валилляхи л-маталюль а'ля», Аллаху принадлежит наивысшее качество, наивысшее сравнение. Нет ничего подобного Ему, и нет ничего наряду с Ним, Он совершенен. Так почему же мы иногда в жизни восхищаемся некоторыми людьми, да, их красотой, их силой? Какие-то спортсмены достигают каких-то высот, да, завоевывают тем самым сердца, и люди ими восхищаются, они хвалят этими качествами. Но зачастую люди что? Они не восхищаются качествами Аллаха Всевышнего. Какой бы ни был человек сильный, могущественный, Аллах сильнее его. Аллах Всевышний сотворил все сущее, все, что мы видим, небеса и землю. Мы не можем даже муху сотворить, муху создать. Они даже не смогут сотворить муху, как говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если даже муха у них что-то заберет, они не смогут ей никак не навредить, она улетит, они даже не смогут ее поймать. Почему не восхищаемся знанием Всевышнего? Когда мы порой восхищаются люди знаниями людей, ученых, да, но забывают иногда восхищаться знанием Всевышнего Аллаха, который знает все, что было, все, что есть, все, что будет, и знает то, чего не было, а если бы оно было, то как бы оно было, как мы проходили уже. Зрение Аллаха, слух Аллаха, все его качества совершенны. И этими мы должны и думать, восхищаться этими качествами, и любить Аллаха, Субхану ва Тааля, за те качества, которыми Он обладает, и хвалить Его за эти качества. Аллах Всевышний в суре Аль-Фатиха говорит: «Альхамду лилляхи раббил алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. То есть хвала Ему за то, что Он Господь, Он обладает качеством господства, Он управляет этим миром. Иногда восхищаются правителями. Иногда в новостях пишут, там в каком-то городе, в каком-то регионе, там мэр или глава сделал что-то такое-то, такое-то для народа, помог, там, да, в то время как в других городах одни чиновники воруют, а в этом городе он там такой хороший, помогает народу. Этим восхищаются же люди, восхищаются, они хвалят его, но в это время человек забывает о том, что Аллах управляет всем миром, всем сущим, земля, небеса. Он управляет всем этим. И о каждом своем рабе Он заботится. О каждом из своих рабов Он знает. Каждому Он предопределил удел. Каждому желает благого. Каждому дает возможность покаяться. Об этом мало задумываемся. Так ведь? То есть нужно восхищаться Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля и хвалить Его за те качества, которыми Всевышний Аллах обладает. И, как мы сказали, это имя Аль-Хамид требует от нас, как сказали ученые в толковании этого имени, во-первых, это имя дает понять, что Аллах, Он заслуживает похвалы. Вне зависимости от того, хвалят Его или не хвалят, Он все равно будет называться Хамид. Он все равно будет называться достохвальным, Хамидом, если даже его никто не будет хвалить, потому что Он все равно обладает этими величайшими качествами. И также это требует имя от нас, чтобы мы Его хвалили. Аль-Хамид. Аллах, говоря себя Аль-Хамид, Он требует от нас, чтобы мы Его хвалили, как мы сказали, за те качества, которыми Он обладает, и за те блага, которыми Он нас одарил. И этому пример пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и также аяты из Корана, которые указывают на достоинство похвалы. Как мы уже сказали, в первой суре Корана, которая называется Уммуль Китаб, матерью Корана, сура Фатиха, начинается с какого слова? Аль-Хамд, хвала. Со слов хвалы. Это неестественно указывает на достоинство, на величие такого поклонения, как похвала Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимался с рукуа в намазе, тоже что говорил? Раббана ва алейкаль хамд. О Аллах, Тебе вся хвала. И в других аятах, то есть здесь хадис у нас множество приходит, где большие дуа, похвала пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма лакаль хамд, анта нуру ас-самавати валь-ард, ва лакаль хамд, анта кайяму ас-самавати валь-ард, ва лакаль хамд, анта раббу ас-самавати валь-ард, ва ман фихинна, ва анта аль-хак, ва ва'адука аль-хак. Такая дуа приходит, похвала от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. О Аллах, Тебе вся хвала, Ты свет небес и земли. О Аллах, Тебе хвала, Ты содержатель, и Ты вседержитель небес и земли. О Аллах, Тебе хвала, Ты Господь небес и земли. То есть тем самым вот этими похвалой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приближался к Аллаху субхану ва тааля. И как мы знаем,
это и является адабом, то есть адаб на что было? Нет. Адаб дуа, то есть этикет молитвы, этикет дуа. Что это? То есть как пример того, как к Аллаху нужно обращаться. В первую очередь, перед тем, как просить у Аллаха, нужно его что? Надо хвалить Всевышнего Аллаха. И этим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисах нам указал, как его, такими величайшими: «О Аллах, Ты Господь небес и земли, Ты свет небес и земли, Ты Вседержитель, Ты властелин небес и земли, Ты истина, Ты истинный, и Твои обещания истина». И также сура Фатиха. Это как бы сура Фатиха, это у нас дуа, да, если мы посмотрим в тафсир. Начинается «Альхамду лилляхи раббил алямин», хвала Аллаху Господа миров, похвала Аллаха. Ар-Рахман ар-Рахим, милостивый, милосердный. Малик йомиддин, властелин дня воздаяния, судного дня. Похвалили Аллаха субхану ва тааля. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Тебе мы поклоняемся, у Тебя мы просим помощи. То есть сначала мы приблизились к Аллаху посредством похвалы, Его качеств мы Его похвалили. Потом мы приблизились к Аллаху посредством своих деяний. Мы Тебе поклоняемся, у Тебя мы просим помощи. Потом что же? После того, как к Аллаху приблизились, начинаем просить: «Иhdина ссирата аль-мустаким», «Веди нас прямым путем». И дальше дочитываем, то есть дуа уже просим. И каждая наша дуа, мольба должна быть таким, именно в таком порядке строиться. И также сюда добавляется еще что? Это салават пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сначала хвалим Аллаха Всевышнего, субхану ва тааля. Потом делаем салават, мольбу за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А потом уже что? Просим то, что мы хотим. И таким образом вероятность ответа на наши мольбы, на наши просьбы, на наши дуа, она увеличивается. Таким должен быть этикет, и нужно стараться его соблюдать. И в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводится от него, когда он в намазе сказал: «Раббана ва лакаль хамд», «Сами'а Аллаху лиман хамида», один сзади сподвижник говорит: «Раббана ва лакаль хамд, хамдан каthиран таййибан мубаракан фих». «О Аллах, Тебе хвала, хамдан каthиран», хвалы в объем, в большом количестве, благая хвала и благословенная в ней. И услышав это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после намаза говорит: «Кто это говорил?» Этот человек говорит: «Я». И тогда пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Я, говорит, увидел больше 30 ангелов, которые хотели записать вот это благое деяние, которое ты совершил». Они не знали, кому же записать именно вот это благое деяние, которое он сказал. Какое благое деяние? Хвала Всевышнего Аллаха. То есть он таким красивым образом похвалил Всевышнего Аллаха. И это дуа у нас тоже сунна. То есть мы говорим: «Раббана ва лакаль хамд». Также можно добавить: «Хамдан каthиран таййибан мубаракан фих». О достоинстве хвалы у нас много хадисов приходит. Как один из них также: «Ат-тухуру шатрул иман, вальхамду лиллахи тамла'уль мизан». Чистота есть половина веры, а хвала Аллаху, она заполняет что? Весы. Тамла'уль мизан. Хвала Аллаху заполняет весы. Те весы, которыми будут наши деяния взвешиваться в судный день. Наши благие деяния, наши греховные деяния, все будут взвешиваться. И хвала Аллаху, альхамду лилля, они заполняют весы. Чашу весов, в которой будут находиться благие деяния. Та чаша, которой мы будем пристально смотреть, чтобы она перевесила наши греховные деяния. Будем нуждаться, чтобы там было как можно больше благих деяний. Так вот же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: эта чаша весов, она заполняется чем? Она заполняется с хвалой Всевышнего Аллаха. Альхамду лилля, заполняет эти весы. И Аллах Всевышний в Коране приводит аяты и приводит причины, по которым Он заслуживает хвалы. Есть аяты, в которых Аллах восхваляет себя в общем, не приводя причины. А есть аяты, в которых Аллах восхваляет себя и потом приводит причину, почему Он является заслуживающим восхваления, а не никто иной, другой помимо Него. Как, например,
В суре Аль-А'раф Аллах говорит: «Вакалу алхамду лиллахи аллади хадана ли хада, ва ма кунна линахтадия лаула ан хадан Аллах». И они, обитатели рая, когда войдут в рай, они скажут: хвала Аллаху, который привел нас сюда, который наставил на этот путь, путь рая. И мы бы не нашли этого пути, не наставь нас, Аллах, на этот путь. То есть Аллах приводит хвалу, то, что Он заслуживает похвалы за то, что Он приводит людей в рай. Он наставляет их на прямой путь. Он указывает им путь в рай. И никто иной не может этого сделать. И Он заслуживает похвалы за это. И обитатели рая, войдя в рай, они будут это говорить, будут восхвалять Всевышнего. И также Аллах заслуживает похвалы за то, что Он людей оберегает и спасает от тех, которые хотят им навредить. Скажи же хвала Аллаху, который спас нас от народа, который причинял нам несправедливость. И также Аллаху заслуживает похвалы за то, что Он одаряет потомством. Как приводят слова Ибрахима: «Альхамду лиллахи аллади вахаба ли аля аль-кибари Исмаиля ва Исхак, инна рабби ля сами'у дуа». Хвала Аллаху, который одарил меня на старости лет Исмаилем и Исхаком. Воистину мой Господь слышащий, принимающий дуа. Он тот, который одаряет потомством, сыновьями, дочерями. Кому-то Он и сыновей, и дочерей дарит. И он заслуживает похвалы. Если Аллах Субхану ва Тааля не пожелает, не будет у тебя никакого потомства, не будет детей. Сколько пар, сколько семей живут, десятки лет, и никак не могут родить ребенка. Аллах Всевышний, если не пожелает, этого не будет. Он заслуживает похвалы. И также из величайших вещей, за которые Аллах Всевышний заслуживает похвалы нашей, за которое мы обязаны Аллаха восхвалять, Аллах приводит в суре Аль-Кахф в первом аяте: «Альхамду лиллахи аллади анзаля аля абдихи аль-китаба ва лам ядж'аль лаху айваджа». Хвала Аллаху, который не спаслал своему рабу книгу и не сделал в ней недостатков. Смотрите, что значит. Аллах говорит, Он заслуживает похвалы за то, что Он не спаслал книгу. И воистину так. То есть Аллах нас в этот мир привел, и Он не оставил без руководства. Какие грехи страшные люди совершали. Они отвернулись от Аллаха, совершали ширк, многобожие, неверие, нечестие распространяли на земле. Но несмотря на это, Аллах продолжал посылать пророков, книги. И в этих книгах Он описывал им пути достижения Его довольства, пути достижения прямого пути, хидая, и пути, ведущие в рай. И предостерегал от путей, ведущих в ад. Несмотря на то, какие бы люди грехи не совершали. И, несомненно, за это мы должны Аллаху хвалить. И сколько бы мы Его ни хвалили, мы не сможем Его полностью за это отблагодарить. Альхамду лилля, альхамду лилля, альхамду лилля. За то, что Он не спаслал эту книгу, за то, что не послал нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, лиюхриджакум минадз-зулумати иля нур, чтобы вывести нас из чего? Из тьмы к свету, к нуру. В то время, как мы находились во тьме, в грехах, как люди находились в нечестии, в многобожии, были далеки от Всевышнего, Аллах послал им пророка. Не спаслал им эту книгу, и за это говорит Аллах: «Альхамду лилля», хвала Аллаху за это. Несомненно, мы должны это понимать. Те блага, которыми Он нас одарил. Альхамду лилля Аллаху, который наставил нас на этот путь. Альхамду лилля за то, что Он дал возможность здесь сидеть, получать знания. Альхамду лилля за то, что Он дал нам возможность, Он открыл нам пути постройки мечетей. Альхамду лилля, который открыл нам путь религии. Сколько старшее поколение сидит, помнит, как раньше было. В советские времена, когда не было религии, как людей гоняли. И сейчас, альхамду лилля, Аллах все открыл. Открыл нам пути. Воистину, инна ма'аль усри юсра, как Аллах говорит, воистину, после трудности приходит облегчение. Но зачастую, к сожалению, люди не ценят этого. Слишком хорошая жизнь, блага, дары, они приводят к беспечности. Человек начинает забывать, как раньше было. И нам нужно ценить, естественно, все эти блага и восхвалять Всевышнего Аллаха. И даже, как ученые одни сказали, даже
возможность говорить «Альхамдулилля» уже требует от тебя говорить «Альхамдулилля». То есть то, что Аллах дал тебе возможность восхвалять Его, ты уже за это должен Его восхвалять. То есть получается, хвала – это такая, что непрекращающаяся цепочка. Ты говоришь «Альхамдулилля», похвалил Аллаха за те блага, Он одарил тебя чем-то. Потом за то, что ты смог сказать «Альхамдулилля», Аллах тебя наставил на этот путь. Он научил тебя словам восхваления. Ты уже должен говорить «Альхамдулилля». «Альхамдулилля» сказал. А ты за то, что сказал опять «Альхамдулилля», опять должен «Альхамдулилля» говорить. И так получается бесконечная цепочка, за которой мы должны, то есть постоянно благодарить Всевышнего Аллаха за те блага, которые у нас есть. Альхамдулилля, хвала Аллаху, который дал нам еще одну возможность сегодня собраться и почитать аяты Его священной книги, которую Он нам ниспослал, и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого Он к нам послал, чтобы наставить нас на прямой путь. И просим Аллаха, чтобы Он сделал наши эти уроки продолжительными и сделал знания, которые мы получаем, полезными для нас и для нашей уммы, и облегчил нам слабым совершение деяний и жить согласно нашим знаниям, которые мы получили. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله